Ассалаумалейкум всем. Ассалаумалейкум, друзья. Меня зовут Абу Касым, фамилия Бахтыбаев. Я из Киргизии, из города Ош. Мы в этом бизнесе 5 лет. И уже второй раз квалифицировались как игл-менеджеры. Что такое игл-менеджер? Это, если взять, это признание, целый год, это хорошие деньги. Мы первый раз, когда делали игл-менеджер, мой спонсор Ермек Мухашин сказал, я август месяц закрылся, статус-менеджер, и приехали на семинар, и Ермек мне сказал, что можно делать игл-менеджер. Я не знал, сколько работы надо делать, я не знал, сколько денег можно зарабатывать, да? Я просто поверил в слово моего спонсора. Он сказал, если можно, если сказал он можно, значит можно, значит. Все. И мы работали просто, тупо. За 8 месяцев мы сделали игл-менеджер. Первый раз, когда мы сделали. Потом, смотрите, как мы этот игл-менеджер сделали. Тогда у нас не было в Казахстане, вся продукция не была такой. Мы эти продукты заказывали, именно БАДы заказывали через Казахстан. У нас вообще не было личных складов. Ош это от Бишкека находится 700 километров дальше. И у нас личных складов не было. У нас был маленький офис. Я очень благодарен братским группам Ильзат Тахаева, Лязат Киева, да? Я вам очень благодарен. Вот человек приходит, заказывает один кипс, ему вообще плевать, грубо говоря. Ты должен достать этот кипс, а у нас нету в Кыргызстане. Мы эти деньги мы скинули в Астану, Гюльзат снимает через банк, сходит в офис, там покупает кипс, отправляет в Караганду. А в Караганде у меня есть бачашка, я очень благодарен. Они берут этот товар, до Бишкека привезет, с Бишкека еще одного человека отправляет. Он забирает этот товар и отправляет в Ош, в город. Таким образом мы закрыли тогда игл-менеджер. Если по финансам взять, игл-менеджер это каждый месяц по 1 000 000 тенге. Вот. Я, когда сделал игл-менеджер, тогда понял это все. Я не понимал все. А второй раз, когда мы делали, это я уже осознанно сделал, второй раз тоже за год не делали мы. Мы сделали уже январь месяц, уже у нас все готово было, мы уже сделали игл-менеджер. Третий раз, в этом году у нас сами-то сделали, мы как вторник зашли в этом году. Поэтому сейчас мне надо, чтобы иглы воспитывать. Я хочу быть как моих спонсоров, как Азамат и Алтынай. Почему? Потому что они воспитывали игл-менеджер. Я хочу огромную благодарность выразить своим спонсорам Азамат и Алтынай Манасбаев. Азамат, когда к нам приехал, я не понимал ничего. Он работал конкретно со мной. Он там первый день говорит, пиши этот список. Я говорю, здесь нет, я ему говорю, пиши. Я писал. Следующий день он мне список открыл, это кто говорит? Я говорю, это такой знакомый, Азамат, короче, здесь нет. Он говорит, звони. Вот таким образом он нас запустил в бизнес. Поэтому я сейчас не могу так запускать бизнес. Почему? Потому что я еще, наверное, не настолько профессионал, как мои спонсоры, Азамат. Я хочу выразить огромную благодарность супругу, Хаджошева Джану. Я тебя очень люблю. Она все прошла, мы вместе прошли все. Почему я говорю, надо любить этот бизнес? Этот бизнес надо любить. Джану, она, несмотря ни на что надо любить этот бизнес, вот тогда они дают свои плоды. Джану меня любила, зная, что я сын обычного человека, небогатого человека. Я Джану любил, зная, что она тоже
обычная девушка, не вещи, я всегда говорю, вещи любит, потому что родители богатые, да? Любит, потому что он богатый, да? Мы любили просто, поэтому мы пошли все вместе. Если вы будете полюбить этот бизнес, вы пройдете, несмотря ни на что. Я помню себя первый раз, кто помнит меня первый раз, когда я пришел на этот семинар, кто помнит? Вы помните, да? Я сидел вон там я сидел. Сейчас в моем месте вы сидите. Второй раз, когда я пришел, я сидел вон там вот он сидел. Будете сореньками. Тоже. Поэтому... Я сейчас вот здесь сижу, я сейчас вот здесь сижу, когда я сидел там, вот это место меня раздражало, реально. Я хотел быть здесь, я долго шел к этому месту, понимаете, я долго шел. Я не передавал эту мечту свою, да, что я буду сидеть. Я тогда принял решение, когда-нибудь я тоже буду сидеть здесь. Какое решение ты принял себе? Я не знаю. Я хочу выразить огромную благодарность Дане Куджанатван за ваш пример. Я хочу выразить всем огромную благодарность. Вот здесь, кто признавался как старший менеджер, как менеджер, да? Я просто стоял со слезами на глазах, слушал вас. Когда Азамат выступал, прям, я не знаю, настолько трогательное выступление было. Когда Россия выступала, да, просто молодцы. Я вас всех люблю, вы самые лучшие, и вы самые лучшие. Еще раз, вы самые лучшие. Спасибо вам.